но эксперименты некоторым косвенным образом, то есть некоторыми сигналами. В нейронах происходит обработка этих сигналов. На сегодня наиболее востребованная речи. Но то же самое, когда ты разговариваешь с телефоном, это то же самое. Когда камера распознает твое лицо. Две Нобелевские премии были. Это две части, конечно, как в любом IT, это две части. Вот есть некоторые методы, я сейчас об этом скажу, которые искусственного интеллекта. Сегодня без графических процессоров никакой серьезной. К сожалению, графические процессоры, которые, еще раз повторяю, к сожалению, в России на русском еще можно поймать какие-то неточности, но третья сеть нейронов говорит, а вот есть еще в этой карте и так далее. И поступало огромное количество документации, почти безошибочно. Так вот, максимально коротким, то есть иметь минимально коротким. Мы живем в эпоху, когда технологии меняют правила игры практически во всех сферах нашей жизни, от здравоохранения и образования до промышленности и, главное, в государственном управлении. Искусственный интеллект – это не просто инструмент, а новый язык, на котором человечество пишет будущее. Люди придумали компьютеры, придумали компьютерные языки, и теперь нам самим надо мыслить уже как компьютер, чтобы иметь доступ к ним и с ним на равных разговаривать. Как вы знаете, в Кыргызстане цифровизация идет большими темпами. Наши усилия по цифровизации уже приносят ощутимые результаты. Инфраструктура цифрового правительства, развитие электронных услуг, проекта по использованию суперкомпьютера и создание кыргызскоязычного чат-бота «Акылай» – все это пример того, как технологии становятся частью нашей национальной идентичности. Цифровое правительство – это уже не мечта, а реальность. Вчера я подписал уже распоряжение правительства в электронном документообороте. Надеюсь, в ближайшее время и постановление указа президента мы тоже будем подписывать в электронном формате. Одним словом, улучшается качество управления. Как вы видите, все министерства остались в центре нашей столицы. Мы никого не вызываем, не приглашаем, документы сами к нам приходят, от нас уже уходят с принятыми решениями, никакого столпотворения нет. И сегодня искусственный интеллект перестает быть уделом только крупных государств или транснациональных корпораций. Мы видим, как искусственный интеллект способствует созданию новых уникальных рабочих мест, повышению качества жизни и даже сохранению культурного наследия. Например, наш проект «Акылай», вдохновленный национальной культурой, демонстрирует, что искусственный интеллект может быть не только функциональным, но и символом возрождения языка и традиций. Надеюсь, в ближайшее время мы еще 4 суперкомпьютера купим, и все-таки информационное пространство, оно тоже будет становиться постепенно кыргызским. Однако искусственный интеллект – это не только возможность, но и ответственность. Сегодня мы уделяем особое внимание защите данных наших граждан, прозрачности алгоритмов и минимизации рисков. Эти принципы лежат в основе нашей национальной стратегии, которая направлена на то, чтобы технологии работали на благо каждого кыргызстанца. В мире уже становится очевидным, что страны, способные внедрять искусственный интеллект с учетом национальных особенностей, становятся лидерами будущего. И Кыргызстан может быть одним из таких лидеров. Как показывает отчет McKinsey, к 2030 году искусственный интеллект может добавить до 20 триллионов долларов к мировому ВВП. Наше участие в этой гонке означает не только стремление к экономическому росту, но и создание новой модели, основанной на сотрудничествах и инновациях. Нами принимаются активные меры по решению данного вопроса. К примеру, мы в этом учебном году увеличили квоту бюджетных мест от 500 до 4000 по IT-специалистам. Ежегодно мы будем наращивать этот госзаказ. Это мало, конечно, по сравнению с показателями таких ведущих стран и больших стран, как США и Индия, где количество айтишников сегодня исчисляется миллионом. Если верить данным, в США это 4 миллиона, в Индии 3 миллиона человек занимаются в этой сфере.
Мы верим, что не только из Сколково будут приезжать к нам лекторы, но и наши ученые поедут в Сколково и в другие города России делиться опытом. Причиной такого оптимизма являются некоторые факты. В свое время в Бишкеке успешно функционировало опытно-конструкторское бюро Института космических исследований, где изготавливались, соответственно, приборы для исследования Луны. Нам необходимо более тесное сотрудничество России и Казахстана в области науки, особенно в разработке искусственного интеллекта. Лекцию, которую сегодня проведут эксперты из Сколковского института науки и технологий, это уникальная возможность узнать о самых передовых разработках и обсудить, как эти идеи могут быть адаптированы для нужд нашей страны.